В республике Саха снова выросли цены, буквально на все. В феврале рост цен на продукты был быстрее, чем в январе. Инфляция разогналась до 10,18%. Это официальные цифры за первые 2 месяца года. И мы уже даже не вспоминаем о том, что в прошлом году инфляция в России перепрыгнула отметку в 20%. Страшно даже представить, что будет в конце этого 2025 года. Экономика, скорее всего, будет умирать, валяясь в мыле и пене на пыльной обочине дороги после оглушительного инфляционного галопа. И так поднял цены местный молочный производитель, крупнейший в республике. Молоко теперь стоит 90 рублей, кефир– 100. Сливочное масло в магазинах по цене 300 рублей за 200-граммовую пачку, а килограмм масла за цену– 1500. Сыр– 1300. Также подорожали мясные продукты. Говяжий фарш– 800 рублей за полкило. Язык– 1200 рублей. Мякоть– 1000 рублей. Даже суповой набор подорожал и стоит теперь 450 рублей. А ведь это базовые продукты, которые обязательны в каждом доме. В конце прошлого года выросла цена на бензин. 92-й стоит 7-10 рублей 80 копеек. Дизель почти 88 рублей. Для региона, где без машины никуда, где у машины не отключают мотор, иначе потом не смогут ее завести, это ощутимый удар по семейному бюджету. А еще услуги ЖКХ выросли на 9,5%. А в июле этого года обещают очередное повышение цен на 13%. С 1 апреля 2025 года проезд в городском автобусе стоит 52 рубля наличкой. Доехать до пригорода– 95 рублей за одну поездку. А если ты ездишь каждый день, то плати по 3 с лишним тысячи на проездной. Говорят, средняя зарплата у нас 125 тысяч рублей. Только это на бумаге, потому что по факту большинство получает 50-70, а в селах и того меньше. Да и МРОТ в Центральной Якутии 48 тысяч, в северных– 53. Прожиточный минимум– 29 187 рублей. Что можно купить на 29 тысяч, если ты снимаешь жилье и кормишь детей? Правильно, ничего. Точнее, немного макарон, немного света, немного терпения. Терпение– это то, что мы умеем производить лучше всего. Но сколько можно? И вот мы уже не думаем про жизненные нормы. Перед нами важный выбор, который мы делаем каждый день. Купить или сэкономить. Купить масло или проехать на автобусе. Купить творог или отложить на отопление. И ведь нам все это подается как объективные причины. Как будто люди не живут реальной жизнью. Как будто они не экономят каждую неделю на еде. Как будто дети не спрашивают у родителей: «А почему мы не покупаем фрукты и йогурт?» Но вопрос не к детям. Вопрос к власти. К тем, кто обязан не объяснять, а решать. Кто должен не фиксировать рост цен, а останавливать его. За 5 лет в Якутии расходы на поддержку и развитие сельского хозяйства выросли с 8 до 14 миллиардов рублей. При этом поголовье крупного рогатого скота сократилось на 13,4%. Это вызывает вопросы об эффективности распределения средств и поддержки реальных производителей. Мы все знаем, что жизнь в Якутии– это не про комфорт. Это про тепло, как вопрос жизни. Это про хорошее питание и медицину. И, конечно, про продуманную, выстроенную логистику. По-хорошему, если все делать правильно, то государство должно платить нам за то, что мы здесь живем, работаем и развиваем регион. Зарабатываем для них деньги. Как, например, выплачивают базовый доход жителям Аляски. Но российское правительство смотрит на нас иначе. Как на рудимент, мешающий добывать нефть, газ, алмазы, золото и редкоземельные металлы. Мы им просто не нужны, ведь нас нужно кормить, лечить, учить. Зачем? Именно отсюда низкие зарплаты, мизерные для севера пенсии и высокие цены. Но это наша земля. И мы здесь живем.
Для нас жить в республике — это не подвиг. Это нормально. Власть же российская, превратившая нашу жизнь в систематическое выживание, совершает преступление. Мы имеем право на достойную жизнь, на хлеб, свет и тепло, не как на привилегию, а как на базу. Пока мы молчим, мы статистика. Когда мы заговорим, мы станем нацией. Сильной, уверенной, достойной, независимой.